Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Говоря о татарах, конечно же, мы должны говорить, что это сложившийся народ уже со Средневековья, если рассуждать по этим критериям. Что касательно определения татар как нации, то это абсолютно имеет свое место, так как татары в второй половине 19-го, начале 20 века не просто являлись какой-то исторически такой объединенной общностью людей. Это был народ, который жил одной идеей просвещения и прогресса. То есть эта идея, она охватила все слои населения татарского, и она сплотила народ и, в общем-то, обозначила вот эти большие глобальные цели. В то же время эта идея не предусматривала создание отдельного государства, а предусматривала форму национально-культурной автономии в составе большой многонациональной России. И это, конечно же, уникальный случай. Это очень часто не учитывается в различных этнологических теориях. Вот сейчас уже с позиции того, что мы понимаем Россию как государство-цивилизация, мы видим, что в ней могут существовать различные уклады, различные формы, и в том числе история татарского народа, как уже переживающий этап формирования нации в составе большой великой страны. То есть здесь фактор государственности не обязательно. Хотя в 1620 году была образована татарская автономия, которая положила начало новому процессу в истории татар. Это формирование татарской социалистической нации. Там уже была четкая идеологическая доктрина, но именно о формировании социалистической нации шла речь в тот период. И, в принципе, мы можем с этим согласиться, так как у татар появилась впервые за много веков своя форма государственности благодаря политике национального самоопределения наций большевиков. И она, конечно, дала свои специфические плоды. В принципе, это тоже один из этапов вот этого большого сложного пути. И вот этот советский этап формирования татарской нации, он, конечно же, создал очень хорошую базу для консолидации татар в настоящее время. Культурной, языковой, политической, в том числе экономической консолидации. В рамках, я повторюсь, опять-таки, единой большой страны России. Мы читаем Марджани, да и, впрочем, Тукай. У Тукая есть замечательное стихотворение, посвященное 300-летию дома Романовых. Вот там вся четкая идеология изложена. Мы вместе с русским народом столетиями и, по сути, сформировали как-то уникальное такое единство, симбиоз, о котором говорил Гумилев. И в этом, кстати, особенности этногенеза татарского народа, что он всегда на протяжении многих веков жил, соприкасаясь, взаимодействуя в братстве именно со славянским и с русским народом прежде всего. Вот это главная особенность. Джадидизм — это все-таки больше религиозное движение внутри самой религиозной общины. Умма — это попытка приспособиться к тем глобальным вызовам, с которыми столкнулось традиционное мусульманское общество в период развития капиталистических отношений и смены уклада жизни. Просветительство — это тоже одна из форм взаимодействия с этими глобальными процессами, но она имеет более широкий характер. Джадидизм означал в первую очередь смену вех в системе образования религиозного. Ну и впоследствии, конечно же, он уже захватил и иные сферы жизни мусульман. Но все-таки просветительство и джадидизм необходимо разграничивать. Татарский народ, он, в общем-то, я бы сказал, что это сейчас уже нация, потому что она и сложилась, и в советский период сложилась, и до него уже сложилась. Если исходить из того определения, что перед народом и нацией стоят большие цели. Перед народом как нацией стоят большие глобальные цели, и не обязательно политического характера. То, что говорилось, если во второй половине 19-го, начале 20 века это была идея прогресса, идея приобщения к достижениям мировой цивилизации, то сейчас тоже глобальная миссия татар — это в первую очередь сохранение национальной идентичности, сохранение веры предков и особая миссия в составе нашей большой многонациональной семьи в России. И мы видим эту миссию на международной арене, и в экономической сфере, во многих начинаниях, которые декларирует Татарстан. Это же тоже отражение большого процесса нашего национального развития в том числе. Национального развития во взаимодействии с другими народами.
республики и, безусловно, всеми народами Российской Федерации. Вот этот поиск своего уникального места в стране и мире и, конечно же, служение своему Отечеству — это тоже большая глобальная цель. И в этом смысле наш народ, конечно, нация. Если абстрагироваться от традиционных определений Мгм. вот этого понятия. Ну, и тогда вот хотел вернуться к началу нашего разговора про этноним татар. И, ну, такой вопрос возникает. Мы знаем, что татары называли население Алтайского государства, Мгм. да, то есть татары были Утус татар, он татар, Мгм. где-то там, в Сибирь, Монголия, Алтай, да. И вот как бы многие, как бы, кто манипулирует историей, говорят, что как бы казахские татары — это как бы недоразумение, то есть как бы оно не связанное. Вот не могли бы нам помочь проследить все-таки связь между этнонимом, теми татарами и современными татарами? Вообще непонятно, на что опираются люди, которые пытаются вот так вот высказываться, что мы же татары, этноним наш, исторически. Волей истории только у нашего народа этот этноним остался. И я бы хотел напомнить, что основные центры золотоордынской цивилизации, городской цивилизации находятся на территориях исторического проживания современного татарского народа. Это Поволжье в первую очередь. Весь столичный домен, например, Золотой Орды средневековой татарской державы, он находится на тех территориях, где всегда жили и живут традиционно татары. Какие еще нужны доказательства преемственности многовековой? Сам этноним татары имеет, как я уже сказал, очень большую давнюю историю. Его фиксировали еще в начале первого тысячелетия нашей эры, и он связан очень тесно, конечно же, с тюркскими племенами. В то же время в научной среде существуют самые различные точки зрения о том, были ли это монгольскими по происхождению, тюркскими по происхождению, уничтожил ли их Чингисхан, куда они в итоге делись и каким образом тогда через какое-то большое количество времени вдруг этот этноним вновь оказывается на мировой арене. На самом деле никаких вот таких исторических событийных провалов не существовало. История, она шла поступательно, и татары, как часть огромного тюркского мира, они постепенно консолидируются. Это родоплеменных отношений, в народности. В дальнейшем они уже составляли основу для ряда крупных государственных образований. Это и тюркских каганатов, и кемакского каганата, и вот эта вот территория огромная от Китая, Туркестана, она называлась вообще Дашты-Татар, татарская степь. Ну и, конечно же, вот этот огромный массив тюркского населения, который известен сегодня как кипчаки и половцы, это тоже наследники хунну, наследники вот этого огромного тюркского мира. Но они прочно ассоциировали сами себя с татарами, у них существовал род. Ну и, в общем-то, их современники также их именовали татарами. Достаточно вспомнить кодекс Кубаникус, который прямо называет кипчакский язык татарским языком. Ну и многие современные исследователи подчеркивают вот эту преемственность. Поэтому ведь у нас устоялось предположение, что когда Чингисхан двинул свою армию на запад, что она состояла исключительно из каких-то монгольских племен, которые были чужеродным телом на вот этом огромном пространстве степном. Вначале Дешты татар, Дешты кипчак. Но ведь в составе войска Чингисхана было огромное количество тюркских народностей, и в том числе и татары, и кипчаки. И вот это вот взаимодействие, оно, конечно же, привело к созданию уникальной демографической ситуации в тот период. Потому что завоевания Чингисхана, они коренным образом меняли вообще этнический ландшафт континента. Конечно, но в период больших исторических событий происходят тектонические сдвиги и населения, в том числе и смена уклада, и вообще появление совершенно новых форм государственности. Ведь Чингисхан объединял
прежде разрозненные различные крупные, мелкие, средние государства, находившиеся на этой территории, в одну единую империю с едиными законами, с единой экономикой и едиными правилами организации жизни человека. Поэтому вот это все в итоге привело к сдвигу. И надо же понимать, что на нашей территории еще задолго Чингисхана уже здесь жили тюркские племена, здесь был тюркский язык, и они, в принципе, все очень хорошо понимали друг друга. Если уж совсем так говорить, то те же кипчаки, татары, да и булгары, они же все происходят от хунну, от прародителей тюркского народа и большого тюркского мира. И это все равно уже было заложено, очень многие традиции, в общем-то, языковая близость и ментальная близость. Поэтому этот процесс был естественным. И татары, которые вот эта большая тюркская масса, которая стала основой Золотоордынской империи. Я считаю, что средневековый татарский этнос, он возник именно в период Золотоордынского государства. Они, вобрав в себя множество различных генетических линий, различных культур, вот как в гигантском котле создали новую татарскую культуру, такую общегосударственную имперского масштаба, которая была татарской по своему содержанию. И вот вы как бы упомянули про булгар, кипчак Ага. и как бы татар, что это такое восходит всех хунов. Но вот у нас достаточно долго в советское время была популярна концепция булгарского происхождения татар, и у многих вот путаница, что нет, мы не татары, а булгары. И все-таки хотелось понять, вот как мы соотносимся вот с булгарской концепцией и татарской концепцией. Во-первых, всегда забываем сказать, что булгары — это тоже политоним. На самом деле, булгары не были единым этническим массивом. Его невозможно назвать этносом булгарским. Это все-таки народность, это еще не сложившийся народ в полной мере, но уже сделавший очень серьезные шаги в этом направлении благодаря эмиру Алмушу, который принял ислам в качестве государственной религии. И, в общем-то, до нашествия чингизидов, до похода чингизидов уже прошел бурный процесс формирования булгарского этноса здесь. Хотя племенные различия, культурные различия оставались, конечно же, в их среде. Единственное, что их это объединяло, это крепкая мусульманская вера. То есть Волжская Булгария — это была мусульманским государством. И Племена как будто с да, были буртасы, сигели, баранжеры, их было там 7, что ли, племен было, барсилы, очень много было. Мы еще многих и не знаем. Были и протовенгерские, там, угорские племена, которые тоже жили в этом государстве. Ну, надо еще вообще принять во внимание, что булгары — это были часть большого этнического массива, которые связаны с великим переселением народов, да, с хазарским каганатом, потому что булгары были родственны народу хазарам. Если вы даже византийский источник, я упоминаю булгар, называется их гунами, да? Да, конечно, конечно. Ну, это, в общем-то, единый такой был массив, и Хазария, и Волжская Булгария. И здесь надо учитывать еще момент геополитического взаимодействия с древнерусским государством, потому что было два главных игрока на этой арене в тот период: это древнерусское государство и хазарский каганат. Затем, после падения хазарского каганата на арену вот этой международной политики и взаимодействия с древнерусским государством вышла Волжская Булгария. Вот это надо принимать во внимание. И когда вот это вот случился западный поход Бату, формирование новой государственности, надо же понимать, что не только захватчики влияли на жизнь покоренного населения, в первую очередь покоренное население, оно влияло на самих пришельцев, захватчиков и ассимилировало их, в том числе и с точки зрения духовной культуры. Потому что вот принятие ханом Узбеком в XIV веке ислама как государственной религии, оно ведь во многом очень сильно зависит от того, что Золотая Орда до хана Узбека, она формировалась на основе территории бывшей Волжской Булгарии, где основная масса населения и знать
в первую очередь. А знать была инкорпорирована в состав Золотой Орды. Она, конечно же, находилась в исламе, и эта традиция, она была подхвачена уже правящими кругами. Ну, вообще мы видим же, что возрождение того же Булгара после взятия его в 1236 году, оно произошло очень быстро. В период увлечения наших исследователей булгаризмом было очень модно описывать какие-то катастрофические последствия похода Чингизида, пожар, убийства массовые, там, геноцид населения. Но, судя по той логике процесса, который происходил в реальности, это было далеко не так. Далеко не так, и все-таки чингизиды, они вели довольно мудрую политику, которая оставляла еще шансы и для местной знати, и для элиты встроиться в новую систему государственных отношений. В принципе, так оно и было. Поэтому Булгар быстро превратился в цветущую территорию Золотой Орды, улуса Джучи. Не только как центр городской культуры, но и как сельскохозяйственная житница, и в первую очередь как крупный коммерческий центр, находящийся на пересечении торговых артерий. То есть та функция, которую он выполнял до чингизидов, она не просто сохранилась, она еще приобрела больший размах в этот период. Ну и дальше, конечно же, весь бассейн реки Волга, вплоть до Каспия, он впоследствии уже полностью превратился в центральное владение улуса Джучи у нас здесь, на нашей территории. Основу этих золотоордынских татар составили в том числе и волжские булгары, и другие племена, и роды, которые проживали на этой территории. В истории же много случаев, когда, в общем-то, разные народности, находясь в горниле большого государства, большой культуры, сильной государственной власти, превращаются в особое этническое сообщество, объединенное языком, обычаями, культурой, исторической памятью, героями. Аналогичный процесс происходил и в улусе Джучи. И именно в этот период, я думаю, вообще уже с XIV века мы не можем уже говорить о существовании булгар у нас. Мы можем говорить уже с XIV века о существовании средневековых золотоордынских татар, в том числе и в Булгаре. В том числе и в Булгаре средневековые татары, которые хранили память о былом величии Булгара. Часто использование Тахалуса аль-Булгари, оно только подчеркивало вот связь с тем местом, где был принят ислам еще в X веке, да, где существовала очень богатая городская культура, традиции. И надо понимать, что ведь Булгар стал первой столицей улуса Джучи. Об этом тоже сохранялась память, величие об этой памяти. И еще я бы хотел обратить внимание на монументальность и качество архитектурных построек в городе Булгар. Они по своему грандиозности, по своему монументализму, они даже превосходят, пожалуй, постройки более поздних золотоордынских городов. Потому что от тех городов практически ничего не осталось. А наши памятники, находящиеся вот здесь, они прошли через века. Это говорит о качестве строительства, о вложенных средствах и о том, что Булгар, он и в последующие столетия оставался одним из крупнейших мегаполисов золотоордынской державы. Поэтому мы, конечно, с большим уважением помним о наследии волжских булгар. Мы помним, что они тоже наши далекие предки, но все же мы должны понимать, что уже на протяжении многих-многих столетий мы существуем как татары, как часть огромного большого государства на территории Евразии. Вообще, для средневековых татар не существовало каких-то территориальных границ, несмотря на возникновение самых разных юртов с самыми разными правителями. Это все-таки был единый татарский мир от Сибири до Крыма, да, и где перемещались большие группы людей. Мы видим, что крымская знать становилась знатью Казани, сибирская знать могла перейти в Астрахань. То есть это все равно процессы, которые продолжали происходить, как это было в период Золотой Орды. Единое пространство абсолютно. Конечно, вот эти ханства, они каждый по-разному имели свои масштабы, свою силу. Какое-то время Крымское ханство стало ассоциироваться как преемник Золотой Орды. Ну, тем не менее, в общем-то, для средневековых татар не было никакой разницы, где он находится. Потому что, например, сибирский царевич мог вполне себя уютно чувствовать на троне Казанского ханства.
Да, конечно, и крымские, и наши в Крыму. С учетом того, что все чингизиды, правившие в этих территориях, в основном являлись родственниками, то тут вообще уже, конечно, никаких уже вот разговоров о каких-то коренных отличиях просто нет. Ну, конечно, вся вот эта территория, которая объединяет и татар современных, и мусульман России, она, в принципе, повторяет контуры Золотоордынского государства, которые тогда существовали. Как и от Татарского пролива до Калининграда, в принципе, татарский народ, он существовал на этой территории. Я бы еще сказал, что в 19-м, начале 20 века и начиная даже, наверное, с конца 18 века мы должны учитывать фактор торговой экспансии татар. Она приобрела еще более грандиозные масштабы, и проникновение татар в самые различные уголки Российской империи. Достаточно вспомнить, что при строительстве железных дорог практически все вот эти станционные буфеты, трактиры, постоялые дворы, они так или иначе принадлежали татарам. И это было и в Сибири, и в европейской части страны. Как КВЖД строилось, и большое количество, поэтому было и на территории Северного Китая татарских поселений. То есть тут татары, как предпринимательский народ, народ с предпринимательской жилкой, он просто шел за большими прибылями в любую территорию, где эти прибыли можно было бы получить. Мы же видим вот эти торговые колонии татарские, начиная с Сеидовского посада под Оренбургом и кончая целой цепочкой городов в Казахстане. В общем-то, вот эти крупные городские образования, слободы, это все точки, куда приходили татары, где они оставляли, это их плацдарм был для ведения успешных, больших международных и, как правило, оптовых коммерческих операций. Потому что у татар всегда была самая главная функция — это, значит, соединение рынков, внутренних рынков страны с международными рынками Востока. То, в принципе, чем сейчас Татарстан начинает вообще, уже успешно занимается. Это историческая многовековая традиция, которая сегодня присуща Татарстану. Язык очень живое явление, и он, несмотря на какое-то, может быть, чужеродное влияние, да, или какое-то... Он все равно в основе своей сохраняет и лексический запас, и синтаксические формы. В принципе, крымско-татарский язык, он, особенно степные диалекты, они абсолютно понятны нашим казанским татарам. Да и, собственно, крымско-татарский язык, который подвергся очень серьезному влиянию там, турецкого, агузского языка, он тоже понятен. Он тоже понятен, там таких очень серьезных каких-то различий я не вижу. Поэтому, учитывая многовековую общую историю существования в одном большом государстве, многочисленные родственные связи, общую культуру, да и достаточно вспомнить одного Исмаила Гаспринского, который был отцом духовно всех тюркских народов Российской империи, который вообще всегда ратовал за любовь к России, за симбиоз с великим русским народом. Это то, может быть, еще большим подтверждением родства казанских и других татар. На самом деле, вообще никаких различий в этногенезе, в происхождении между различными группами татар не существует. Можно говорить о каких-то территориальных особенностях небольших, незначительных. И, в принципе, вот эти вот так называемые, например, просто когда говорят мишари, а не татары-мишари, да, ну это же мишера, это территориальное определение. Конечно. Это же Мещерский край. Да, там исторически существовала вот большая группа татарского населения, это еще начиная с Улуса Махше, Золотой Орды. Но как бы это не говорит о том, что это отдельный народ с каким-то отдельным этногенезом, с какой-то отдельной историей. Да, и, в общем-то, невозможно отлучить вот их от нашей общей культуры, потому что основная масса классиков, если уже говорят, так в кавычках, имеют мишарское происхождение, татарско-мишарское. Это и Гаяс Исхаки, один из тончайших лириков в нашей прозе, великолепный знаток татарского языка Фатых Амирхан, тоже имеет эти корни, но они в то же время были самые, что ни на есть, татары, которые вообще не признавали вот этих вот этнографических и территориальных. Да, они не признавали, вот эти наши герои нашей истории, литературы, культуры, они не признавали никаких территориальных и этнографических различий между группами татар. У них всегда во главе угла было единство татарского народа, и я с ними бы согласился.
полностью, потому что не существует этногенеза разного для казанских татар, там, для сибирских татар, для татар-мишарей. У нас общий этногенез, у нас общая история, а все, что есть, все, что нас отличает, это просто, знаете, вот территория проживания, возможно, взаимодействие с какими-то народами, ну и, в принципе, все это совершенно незначительно с научной точки зрения. Мы, историки, не можем отмахнуться от этого уже масштабного и очень популярного движения, явления, это отрасли науки, которая все сильнее и сильнее вторгается в область исторических исследований. Я бы его назвал бы одной из вспомогательных исторических дисциплин. Это популяционную генетику, но ни в коем случае не основным методом при определении этнической истории того или иного народа. Основное, что надо сказать, мы, историки, не признаем этническую принадлежность вот этих гаплогрупп. То есть генная информация, она не имеет этнического окраса. Мы подходим к этой информации только с точки зрения территориальной географической привязки на данный момент времени с учетом движения миграции вот этих массивов. Поэтому для нас не существует, например, славянской генетики, русской генетики, татарской генетики, монгольской генетики. Такой генетики нет. Есть, можем условно сказать, восточноевропейские там, линии, урало-сибирские линии, южные линии, но ни в коем случае мы не можем привязывать вот к этой генетической информации этнические характеристики и, конечно же, фенотипы, то есть внешность, расовые различные формы. Поэтому генетика крайне важна, например, при изучении локальной истории. Деревни, населенного пункта, какого-то рода. Да, если нет, например, не сохранился корпус документов, мы знаем, что вот при составлении родословных у нас все обрывается 17 веком, потому что дело производственной документации, переписи населения не зафиксированы в более ранний период. И вот здесь уже подключается вот эта популяционная генетика. Ну, например, у нас были случаи, когда мы изучали родословную ясачного татарина, вот у него обрывается на 17 веке. Когда, проведя генетические исследования, видим, что он принадлежит, у него прямо вот прямое родство с именно княжескими фамилиями Мещерского края, что он происходил из этого рода. Просто в силу различных вот исторических объективных обстоятельств они перешли из этого сословия в податное сословие, и таким образом мы сумели примерно реконструировать, да. Но это тоже все имеет, безусловно, ну, такой вот условный, да, характер, или там это нам позволяет лишь приблизительно оценивать ту или иную ситуацию на тот период времени. Очень интересно, конечно, сопоставлять результаты популяционной генетики современной с так называемой палеогенетикой, то есть анализом костных образцов, оставшихся из различных периодов. Но тут также нужна крайне аккуратная трактовка результатов. Потому что вот как мы имеем дело с генетикой, то начинаются какие-то революционные открытия. Оказывается, по результатам генетики такой-то народ является совсем другим по своему происхождению. Это же абсолютно не просто непрофессионально, это просто на грани с невежеством. Все грозит. Да. Фейк, манипуляции — это очень удобная форма. Поэтому я бы призывал в первую очередь не придавать большого значения результатам генетических исследований, просто вот как результатам генетических исследований. Результаты вот этих вот анализов, тестов, они должны рассматриваться в комплексе с огромным массивом других методов, ну, в том числе с анализом источников, общей историографической литературы, но результатов археологических раскопок. Все это должно как бы создавать одну общую картину. И все вот эти вот находки, результаты исследований должны в первую очередь обсуждаться на многослойных научных мероприятиях. То есть это должно стать достоянием научного сообщества, результатом дискуссий, предметом дискуссий. И только уж потом можно переходить к осторожным выводам, особенно если это касается вопросов этнической истории. Потому что вот любой неверный вывод, любая попытка погони за сенсацией, любая попытка манипулировать
вот этими результатами, да, она приводит, она может привести к существенному напряжению в межнациональных отношениях. Она может привести, к фальсификации истории не просто одного народа, но и целой страны. В этом очень серьезная опасность, и надо к этому крайне осторожно относиться. И всегда обращаться за помощью к научному экспертному сообществу. Вообще, вот сейчас, когда обращаешься к литературе, к различным источникам в интернете, прочее, везде говорят, вот, по результатам ДНК-исследований татары имеют столько-то процентов того-то, это столько. Но я вам могу сказать, вот столько многочисленных исследований татарского генофонда, оно вообще не проводилось. Единственное исследование, которое можно назвать довольно полным, это исследование вот нашего института истории, которое проходило в период с 2017 по 2020 год группой специалистов, историков, специалистов в области генетики. Оно охватило довольно большое количество тестов, проводили их в самые различные классификации. Там более 2000 человек мы охватили, но мы работали по четкой научной методике. То есть мы тестировали население по историко-культурным территориям. То есть мы брали заказанские территории, мы брали территорию правобережья Волги, Мещерский край, Закамье, Предкамье. Мы опирались на материалы родословий, генеалогии уже существующих исторических. Мы специально выискивали представителей древних родов, которые проживали на этой территории. То есть это было точечное, продуманное исследование, которое, в общем-то, мы учитывали сословные факторы, и которое нам дало очень интересное исследование. Эта работа была проведена при поддержке ПАО «Татнефть», и у нас вышла книга «Генофонд татар». Она на сайте в открытом доступе, и там очень аккуратные выводы. Вообще, там мы совершенно не говорим об этнической принадлежности. Вот как раз мы взяли в основу территориальный географический принцип. Выводы нашего исследования, они подтверждают, что татары — это народ, находящийся на разломе на стыке двух цивилизаций. Это Запада и Востока. Вот как мы были, мы так себя воспринимаем, мы мост между Востоком и Западом. Условно говоря, у нас европейские линии примерно равны восточным и южным линиям. Мы народ нескольких цивилизаций. Просто нескольких цивилизаций. Цивилизация тюркской цивилизации, мусульманской цивилизации, безусловно. У нас уж если, например, российская, безусловно, это уж самое главное. Вообще, татары — это народ, который является большой, довольно значимой частью вообще в сообществе народов мира. И, конечно же, одним из опорных народов России. Вот эти вот исследования наши генетические, они еще раз подтвердили то, что, несмотря на многочисленные генетические линии, мы все-таки на протяжении многих веков, столетий сформировались в единый народ. В единый народ с одним языком, одной культурой, одними обычаями, традициями, менталитетом, образом жизни. И тоже один из больших серьезных факторов — исторической памятью о своих корнях. Вот это самый главный вывод. Потому что мы уже видим, что в период Золотой Орды вот эти сильные генетические миграции прекращаются. Судя по его, тесту, который мы произвели, у него нашлось... Да, у его потомков, то его результат, он совпал с результатом палеогенетических исследований в одном из захоронений Хунну. То есть это прямое подтверждение такого нашего раннего этногенеза. И мы сами удивились, что вот его результат, он очень близок к ему оказался. Это еще раз говорит о том, что действительно хунну, они на рубеже прошлой нашей эры жили, что оттуда пошли многие наши истоки. Татары вообще такой народ. Они боевой народ. В то же время это государственный народ. Они знают, что такое дисциплина и необходимость, государственная необходимость. Вот это тоже, кстати, тот же Марджани об этом всегда рассуждал. Он же был исключительно такой государственный человек.
с Радловым работал, и он призывал его учить и русский язык, он и призывал выполнять законы, светские законы русского государства, российского государства. Вообще это был выдающийся общественный деятель, который заглянул далеко вперед. Одно из главных его требований все-таки было сохранение своей религиозной и национальной идентичности. Несмотря вот на жизнь в большой многонациональной стране, он все-таки очень переживал за то, чтобы татары сохранили свой язык и свою религию. Это было для него одним из главных условий. В принципе, это тоже подтверждает, как бы, с одной стороны, такой дуализм нашего народа. Он всегда сохраняет свою самобытность, но в то же время он служит многим народам и в первую очередь нашей многонациональной стране России. Оставаться россиянином, не теряя своей национальной самобытности. Ну вот когда сейчас вот этот наш тезис, который президентом страны высказан, о России как государстве цивилизации, он как раз и предусматривает именно сохранение национальной самобытности самых разных народов. Россия никогда не осуществляла, значит, генетической или культурной ассимиляции. Напротив, вся сила и мощь России, она основывается на многообразии культур и на признании особенностей исторического пути каждого из народов. Мы это видим и, конечно же, на уважении к традиционным ценностям, и в первую очередь к нашим основным монотеистическим религиям. В этом сила и мощь России, даже по сравнению с той же западной цивилизацией сегодня, где очень многие понятия стерты, критерии вот этих вот ценностей размыты, и даже не просто размыты, идет им активное противодействие. Вот это вот наследие наше, историческое наследие и идентичность различных многочисленных народов нашей страны с сохранением, развитием общегражданской российской идентичности, российской нации, по большому счету, оно является залогом силы нашей страны, мощи ее. И если вернуться немножко назад в теме генетики, один из самых популярных мифов, первый тезис, что татары это не тюрки, а имеют финно-угорское происхождение. Ваши результаты и вообще в целом, насколько важен был финно-угорский компонент в генезе татар? Я могу сказать, что миф о аккультурации, ассимиляции татарами финно-угров, он очень-очень сильно преувеличен. Я бы вообще сказал, что такой ассимиляции не существовало. Почему? Даже наши результаты генетических исследований, они показывают, что процент в составе нашего генофонда так называемых урало-сибирских групп, я не говорю об этническом, урало-сибирских групп, а там очень разные линии, он у нас меньше всех иных компонентов. Меньше всех иных компонентов. Самый маленький компонент в генофонде татар именно как раз к этим группам относится. И непонятно вообще, как он туда попал. Может быть, это еще наследие более древних пластов истории, когда вообще этничности не существовало, были какие-то генетические массивы, которые между собой взаимодействовали. Это, кстати, тоже одна из слабостей этногеномики, то, что иногда путают очень-очень древние, много тысяч лет. Ну, конечно, там, может быть, в тот период и не было еще каких-то этнических характеристик. Это просто были какие-то роды, племена, которые перемешивались. В этом плане, конечно, мы тоже должны быть крайне осторожны. Так вот, даже эта картина нам дает очень маленький процент. Потом нет четких документальных свидетельств о массовом переходе финно-угров или в ислам, или о том, как они ассимилируются, превращаются в татар. Да, татарский народ тесно рядом живет с марийским населением, удмуртским населением, что очень важно. И удмурты знают татарский язык, и марийцы знают татарский язык, которые живут рядом. А татары, которые проживают, они могут объясняться на языках этих народов. Это такое уникальное переплетение историческое, черезполосное проживание. Может быть,
именно вот эта близость создает впечатление, что якобы вот какая-то была массовая там ассимиляция, и что сейчас вот эти близкие группы очень сильно. Нет, во-первых, это разные народы с разной культурой. Каждый из народов дорожит своими верованиями, своими обычаями. И ассимиляция в любом случае, это же удары по самой народности, по роду. И вот как бы я вообще считаю, что это не совсем уважительное высказывание, когда говорят, что какой-то народ ассимилировал какой-то другой народ. Это крайне неуважительная точка зрения. Я еще раз скажу, что мы не располагаем ни документальными источниками, никакими иными фактами, даже преданий, преданиям можно очень условно верить, нет, которые говорят о массовой ассимиляции финно-угорского населения татарским населением. Нет, было взаимодействие через полосное сожительство, дружба, то, что мы наблюдаем в принципе и сейчас. Ведь если бы это была ассимиляция, она бы продолжалась бы, и в итоге бы не было бы у нас соседей. Они бы все были бы ассимилированы. Нет, этого не было. Это фейк и какой-то вброс тоже. Ну и вот второе, как бы щас вот активно раскачивается тема, что, у татар, какой-то большой компонент славянского. Ну, мы много говорили о, контактах с русским государством, с русским народом, да, и там Тукай вспоминали. И вот этот момент тоже хотелось бы как-то осветить для себя. Сколько вам? Ну, вы знаете, вот, когда говорят опять о результатах генетики, например, ну да, татар, ну, так скажем, треть генофонда составляют восточноевропейские линии. Это восточноевропейские. Это не значит, что это линии, относящиеся к русскому народу или там к украинцам, белорусам. Ну, это вообще, мы тут речь ведем об очень древнем периоде. Мегагруппа. Это была мегагруппа, которая населяла эту территорию с древнейших времен. Какая-то часть со временем ушла, предположим, в степную зону, начались процессы тюркизации, там какая-то в лесной зоне, где-то в лесостепной осталась. И все зависело от разных факторов географических, от факторов ведения хозяйства, от различных там ситуаций военных и прочих миграционных ситуаций. То есть, ну да, вот эта территория Поволжья, она тоже входит в Восточную Европу, и не мудрено, что, например, ну, может быть, это 3000 лет назад была единая общность. Но тогда мы не можем в тот период говорить о существовании отдельных народов каких-то, потому что они вообще были чем-то единым и какое-то иное сообщество представляли. Это все в мраке времени осталось. Поэтому у нас эти следы есть, и это серьезно. И я поэтому, когда говорю, что мы народ, принадлежащий нескольким, да, даже генетически, да, там, ну, это ни о чем не говорит на самом деле. Потому что, ну, объединяет народ и в нацию превращает в первую очередь культура и менталитет. Да, а генетика это уж, как говорится, для любителей. Ну, все красные. У всех кровь красная, и, я повторюсь, она, ну, невозможно привязать этничность. Это не профессионально, это просто, я даже бы назвал преступно. Потому что это ведет потом к расовым теориям и к чему прочему. Лучше в эту область не специалистам вообще не вторгаться. И крайне аккуратно. Я бы еще советовал ограничить бы популяризацию вот этих генетических исследований непрофессионалам. Потому что там начинаются сказки, выдумки. Вот. Свободная интерпретация. Свободная интерпретация, надо опираться на результат, на научные статьи в первую очередь. А их пока все равно немного. Что у нас их немного, что за рубежом, потому что эта новая сфера, она только начинает свое развитие. Ей еще нет там 100 лет в этой сфере. И сколько еще надо нам набрать банка данных, осмыслить все это. И потом мы же продолжаем выявление, поиск новых источников по истории как нашего татарского народа, так и России. Еще не все пласты документов подняты. Нам надо больше документальной базы, самых разнообразных источников. Не просто дело производственных, государственных. Нам нужны и рукописи, какие-то истории, написанные восточными авторами, западными авторами. Все это нуждается в анализе, сопоставлении, и только после этого нам даст какую-то общую картину.
развития нашей страны. Это многолетнее исследование. Кстати, именно этому посвящена и программа вот наша изучение истории и культуры народов Степной Евразии. Недавно, которую приняли. Да, именно она, у ней же основной упор — это выявление документальных, новых документальных материалов. Потому что самое главное орудие против фейка — это документ. Но документ хорошо изученный, проанализированный, прокомментированный и принятый научным сообществом. Это программа только вот запустилась, но какие-то, может, уже открытия или наработки, или, может, планы тоже, может, расскажите. Ну, у нас большие планы, там несколько институтов у нас участвуют и разные специальности. Вот что касается нашего института истории Марджани, одно из главных мероприятий у нас все-таки история этнонима татары. Мы с усилиями международного коллектива авторов хотим написать монографию, посвященную вообще истории возникновения, бытования и вот те вопросы, которые вы задавали, и чтобы это было научно обосновано и признано мировым сообществом. Не любителями, публицистами, которые во всем видят предмет для ненужной полемики, а именно экспертами международного уровня. Да. Да. Потом, значит, важный момент — это, как я уже сказал, документы. Документы в архивах зарубежных государств по истории татар и России и документы в архивохранилищах нашей страны. Потому что, например, Российский государственный архив древних актов, он содержит огромное количество документов, которых работать. Это на десятилетия работы. Это надо выявлять, анализировать, популяризировать, внедрять в научный оборот. Затем отдельный проект у нас по истории чайного пути. То есть это же чайный путь, это как шелковый путь, но чайный путь, он отдельный. Это мы хотим показать особую роль татарского предпринимательства на торговых коммерческих контактах России с Китаем и центральноазиатскими государствами вот в период вот этой активной чайной торговли, которая, в принципе, изменила и структуру экономики нашей страны, потому что это была миновая торговля, и эта торговля способствовала формированию целых отраслей промышленности, производства, тех товаров, которые были особо востребованными в Китае, и наоборот. Вот этот наследие чайного пути, сибирский путь, вы правы, ответвление Великого Шелкового пути — это и до Бухары, Центральная Азия. Да, со странами Центральной Азии у нас отдельное направление. Народы России, есть этнографические направления исследований. Ну и, конечно, отдельный у нас момент, отдельное направление — это все-таки мы должны поставить точку в вопросах соотношения этничности и сословия при Урале, Сибири. Потому что это одна из плохо разработанных в отечественной историографии тем, которые мы уже сейчас, конечно, хорошо продвинулись, но мы хотим объединить усилия разных ученых, чтобы все-таки поставить в этом точку, чтобы опять выбить, не дать, убрать эту почву для манипуляций и фейков, которые на этой основе распространяются. Нагнетание напряженности. Вот это вот такая программа позволит нам дать ответы на многие спорные ныне вопросы и позволит нам по-иному взглянуть на историю нашего народа, как на очень древнюю историю, которая очень четко прослеживается преемственность всех этапов. И тогда уже не будет возникать вопроса, кто мы, булгары или татары. Татары — это кличка или это этноним, это политоним или экзоэтноним. Но на самом деле это самоназвание народа, которое выстрадано в веках. Я всегда говорю, да, иногда в документах мы 18-19 век не видим, например, да, но мы видим то, что есть иерархия идентичности. В какой-то период они мусульмане. И они пишут «мин мусульман». Но он при этом пишет «мин татарща кул куйдам». То есть он тут же в этом же документе говорит, что он по-татарски подписался. И это говорит о том, что у него и татарская идентичность тоже была. Просто на тот момент у него религиозная преобладала. Но он всегда понимал, что он татарин.
при этом. А это его отличие от других народов. Очень много таких фактов и документов. И у нас и документы есть и из периода Золотой Орды, где четко они сами себя называют татарами. Да, да, и Татарстан, и территория, которая вот сегодня здесь, это Поволжье, о котором я говорил, о бывшем столичном домене Золотой Орды. Ну, в принципе, до этого же это были территории Хазарского каганата и Волжской Булгарии, по сути. В основном даже влияние Волжской Булгарии. Это все Поволжье. И именно эта территория называлась в средневековых источниках Татарстаном. Самими татарами. Самими татарами.